Вообразите Смольный под натиском пьяных гусаров или команду филеров, расстрелянную эсерами среди ночи. Вообразите Цепелин, сгоревший в императорском ангаре, а я пока соизволю свой завтрак закончить. У меня рандеву с Модестом в 2 пополудни в парке. Взяло волнительно, как на прощальном балу в лицее. Потребный фрак, пистолет, тяжелая трость и перчатки. Модест прислал мне картель через знакомого офицера. Даже в детстве Модеста величали «Анфан мизерабль». Привы умертвил гувернантку накануне собственных крестин. Шли годы, негодяй убивал, истязал, почтовый дилижанс и грабил. Сообразно способностям получил высокий жандармский чин. Ныне мой черед, прочь сомнения, картель в сюртуке. Продавать крепостных после 61-го опасно и запрещено вообще. А если не платить мзды жандармам, такой как Модест тотчас возникнет невдалеке. Завершить завтрак, посетить дуэль, уйти без отверстий в плаще. Таков мой план. Торговля крепостными отвращает от линии робота, от жалости отвращает от идеи спасения человечества. Жили не вспомнить, Жизи поплачут, а ныне здесь только я и нелегкие хлопоты. Я и нелегкие хлопоты, но ся-ля-ви не годцы и не для купечества. Запасного плану нет, на все Господня воля. Мой запасный план — русский авось, кокаин и пистоли. Запасного плана нет, на все Господня воля. Мой запасный план — русский авось, кокаин и пистоли. Получаса не минуло, дуэль завершилась. Я стою, опираясь на дерево. Модест сидит на земле с изумлением, взирает на свои потроха. Поднимаю вторую пистолю, стреляю туда, где на груди алая перевесь. Сажусь на скамейку, отнимаю руку от раны, размышляю о тяжких грехах. Вообразите элефантов, что трубят, встречая летнее утро, или фрегат, что страстно подставляет ветру и солнцу парус. Вообразите седого индуса, складывающего замысловатую мудру. Покуда я здесь, в Александровском, тихо приставлюсь. Взяло печален я, впрочем, печаль моя светла.